Muhtaram millatdoshlar, sizga hozirdan salom. Men Tatariston Fanlar akademiyasida tarix institutida ishlayman. Mening bilgichlik etnolog. Зовут Дамир Валерьевич Исхаков. Когда меня сюда приглашали, речь шла о том, что мы должны сделать выступление по поводу, прежде всего, этногенеза татар. Ну, сейчас, вы знаете, это довольно горячая тема, потому что подключились уже к этой проблеме и генетики, которые недавно сказали, что вообще татары состоят из множества групп и ничего общего между собой не имеют. Несколько поспешно. На наш комментарий этого исследования уже появился новый комментарий тех авторов, которых я лично критиковал, Балановского. Вот сегодня можете в интернете посмотреть, уже Балановский откликнулся. Проблемы поэтому существуют. Но вначале я два слова скажу по поводу краеведения. Дело в том, что мы уже почти 2 года работаем в рамках исполкома Всемирного конгресса татар над созданием Всетатарского общества краеведов. И мы уже провели несколько форумов, в результате которого нам удалось сейчас создать региональное подразделение более чем в 30 регионах России, в том числе Москва тоже краеведы существует сейчас как организованная группа. И на апрель следующего года в Казани назначен учредительный съезд общества краеведов. Это общество будет существовать при исполкоме Всемирного конгресса татар. Мы хотим издавать и журнал краеведский. Но если так сказать в общей форме, это будет аналог русского исторического общества, но действующий в татарском обществе. Наша целевая задача на ближайшие годы будет создание истории всех татарских населенных пунктов. Это будет академическая работа, которая привлечет и краеведов. Но кто не знает, могу сказать, что сегодня в России еще существует 3300 татарских населенных пунктов. Много пропавших сел и деревень. Нам надо будет вот все это заново инвентаризовать и после этого написать историю всех этих населенных пунктов плюс историю тех татар, которые жили в городских центрах, включая Москву, например, Петербург и других населенных пунктов городского типа. Это большая работа, где будет организационным началом будет институт истории имени Маржани. Там уже создано специальное научное подразделение для курирования этого направления. Ну а краеведов мы подключим к этой работе. Ну, на сегодня существует, по нашим грубым прикидкам, уже около 2000 историй населенных пунктов разных. То есть работа ведется краеведом и так, без нашего ведома. Но сейчас предполагается более академическая работа. Плюс, конечно, краеведы должны заниматься и другими работами. Вот, например, я сказал, что необходимо татарских историков, которые живут не только в Казани, сплачивать для того, чтобы мы знали, кто занимается чем, и в случае необходимости могли дать достойный отпор тем историкам России, которые искажают нашу историю. Это очень важно, потому что далеко не все работы, которые выходят как научные, являются таковыми в России. Хотя сейчас отношение к татарской истории сильно изменилось. Есть много друзей и среди российских историков не татарского происхождения, которые уже объективно пишут и про Золотую Орду, и про другие татарские государства. Поэтому работа ведется. Но я считаю, что еще окончательного перелома в сознании не случилось. Ну, там и много причин есть, вы знаете и без нас.
Поэтому работы еще впереди очень много. Прежде всем мы займем достойное положение в историческом пространстве всего мира. Ну, вот что касается, это было введение, что касается основной темы моего выступления, то проблема, конечно, связана с трактовкой вопроса этногенеза татар. К сожалению, за советский период произошли отрицательные изменения в чисто научном плане в историческом поле. Вот это не все хорошо понимают, но в дореволюционной татарской историографии существовали разные тенденции по трактовке древней истории татар. Ну, был такой пробулгарский уклон. Кто читает исторические труды татар, знает это. Был такой златоордынский уклон, были более синтетические подходы, разные точки зрения существовали на проблему происхождения татар. Но в советский период, начиная с известного постановления ЦК ВКПБ 1944 года, история татар была взята под жесткий контроль. Вот не все знают, что это был самый настоящий контроль. Потому что два издания «Истории татар», которые были изданы, подготовлены в 40-х годах и в начале 50-х, просто были уничтожены после выхода из печати. Потому что те трактовки, которые даже закладывали московские историки, первый учебник такой был написан московскими историками, которые были в эмиграции, в эвакуации в Казани, даже его забраковали. Потом еще одно забраковали издание, и только в 1956 году третье издание, которое было приведено в нужный вид, вышло в свет, где по проблеме происхождения татар был заложен очень узкий такой взгляд, который звучал так: все татары происходят от булгар. Это такой булгаристский, татаро-булгарский, гипотеза татаро-булгарского происхождения татар, она была взята за основу. Сейчас я специально не буду останавливаться, это была чисто идеологическая работа, предпринята такая. Мы с моим коллегой Искандаром Измайловым даже сейчас почти завершили специальную работу, которая посвящена этому постановлению и последствиям этого постановления, но она еще пока на стадии работы. Если вы посмотрите весь комплекс документов, который сопряжен с этой акцией, сразу видно, куда гнули тогдашние партийные чиновники. Они хотели оторвать от нас полностью целые пласты нашей истории и весьма успешно в этом преуспели. Я вот в качестве просто примера приведу такой случай. В 1979 году известный казанский историк Миркасым Усманов защитил диссертацию о жалованных актах Улуса Джучи. И вот он рассказывал, он уже покойный сейчас, рассказывал, что сразу перед защитой даже уже в Москву пошли жалобы, что татары опять поднимают Золотую Орду. То есть вообще нельзя было заниматься Золотой Ордой. Я с 1977 по 1980 год был аспирантом в Москве Института этнографии. И после приезда оттуда, вот я начал работать, тогда наш институт назывался ИАЛИ, Институт языка, литературы и истории, там начал работать. И там вообще вот все было заражено булгаризмом. Другими вопросами заниматься было нельзя. А я уже Москвой был испорчен, потому что просто, когда я здесь учился, я очень дружил с Шамиль Фатыховичем Мухаммедьяровым, многие знают его. Шамиль Фатыхович имел очень хорошую библиотеку, и вообще отец у него был одним из известных политиков, которые штат Идель-Урал создавали, и они имели иные взгляды на татарскую историю, поэтому Мухаммедьяров мне многие вещи рассказывал. Да, тогда в Москве и спецхран существовал, мы могли как аспиранты туда иметь доступ, и я успел прочитать много интересных книг, будучи в Москве. Я уже в Казань вернулся не булгаристом, можно сказать, татаристом. И поэтому мы немножко разрабатывали в другом ключе историю. Но просто могу сказать, что
В первой половине 90-х годов особенно была жестокая схватка внутри академических ученых Татарстана по поводу того, как писать историю. Но это была ожесточенная схватка. Я даже написал специальную статью, которая называется «Академическая война в Татарстане». И в результате этой войны умов тогдашний наш президент Ментимир Шарифович Шаймиев был вынужден ИАЛИ разделить. Историки стали самостоятельным институтом. Это 96-й год, как раз у нас юбилей сейчас. И в итоге вот выделение историков в самостоятельные подразделения нам удалось переломить ситуацию, и мы стали разрабатывать новые подходы к истории Татарстана, к начальному периоду этой истории. Сейчас пусть зайдут. Вот, я могу сказать, что Институт истории на самом деле издал несколько фундаментальных трудов. Просто я вам их назову, многие, может быть, и знают. Сначала Институт этнографии издал монографию «Татары». В 2001 году она вышла в серии «Народы и культуры». В этой книге уже в 2001 году была заложена новая трактовка средневековой истории татар. Потом вышла многотомная история, называется «История татар с древнейших времен», семитомная, многим, наверное, известная. Она совсем недавно завершилась. И параллельно мы еще подготовили еще одну книгу. Она вышла в Турции, в Стамбуле, под верховенством Ирсика, которая финансировала эту книгу. Она на английском. Tatar History and Civilization. Книга такая, толстая книга. Вот во всех этих трех книгах на самом деле заложена новая концепция средневековой истории татар. И вот мы с Искандаром Леоновичем делали совместно эти разделы. И они сейчас считаются общепринятыми во всех наших основных трудах. Как раз именно эта точка зрения преобладает. Ну, если так обобщить то, что в историографии есть, можно сказать, что на самом деле есть три подхода к трактовке проблем этногенеза татар. Первый подход – это теория такая булгаро-татарская, когда татары выводятся от булгар. Вторая теория – это татаро-монгольская теория, когда татары выводятся напрямую от золотоордынцев, от тюрко-монголов золотоордынского периода. Есть более синтетическая теория, мы назвали эту теорию тюрко-татарская теория, которая является, я считаю, более фундированной и более перспективной. Но на самом деле, несмотря на то, что сейчас вот основная точка зрения это тюрко-татарская, на самом деле мы можем сказать, что еще окончательно позиции ученых не устоялись. И вот я хочу немножко вам рассказать про некоторые проблемы, которые существуют в трактовке раннего периода истории татар. Ну, можно сказать, до монгольского этапа даже. Ну и самого начального, может быть, монгольского периода. Ну, мой коллега Искандар Леонович имеет собственный взгляд на эту тему, поэтому он еще скажет потом. А я изложу собственное видение, которое сейчас уже в виде публикаций тоже существует. Вот если вы имеете доступ к библиотеке, то недавно вышла одна книга, довольно толстая, называется «История культуры татар Западной Сибири». Она имеет и интернет-версию, и там есть два раздела, которые я писал, где поднимал я как раз вопросы о ранней истории татар. И вот я хочу несколько слов сказать, собственно, о татарах, древних татарах,
какую роль они сыграли и почему мы должны на это обратить особое внимание. Дело в том, что по китайским, прежде всего, источникам, это многие знают, в наших толстых книгах тоже написано, известные группы, которые называются татарами, Утыс-татар, Тугыс-татар. Это были весьма известные группы, которые уже упоминаются в древнетюркских надписях. Старая группа такая. И потом эти татары как бы в китайских источниках постоянно упоминаются. Но проблема в том, что хотя этот этноним стал нашим национальным этнонимом, среди большинства западных ученых существует точка зрения, что это были не тюркоязычные группы, а монголоязычные, прежде всего. Ну, существует точка зрения о том, что, может быть, даже они не были и не монголами, а, может быть, тунгусами, например. То есть тюркоязычность татар отрицается. Вот первая проблема, когда мы сталкиваемся как бы с этническим началом вот этих групп, это вопрос о том, как маркировать этнические группы татар, известные группы. Вот недавно я занимался этой проблемой, и сейчас могу сказать, что на самом деле существует достаточно много источников, которые позволяют считать, что это были тюрки. Например, если вы почитаете Махмуда Кашгари, а Махмуд Кашгари, вы знаете, жил достаточно близко к тем территориям, где наряду с уйгурами жили и татары тоже. Это территория Караханинского государства. И Махмуд Кашгари, во-первых, говорит, что татары были тюрками, просто их называют тюрками. Во-вторых, приводит ряд примеров чисто лингвистических, из которых вытекает, что эти татары говорили на тюркском языке. Но, к сожалению, у Махмуда Кашгари есть загадочная фраза, которая говорит о том, что татары знали тюркский, он пишет, но у них был и свой язык. И вот возникает вопрос, что имелся в виду под этим своим языком. Интересно то, что точно такую же фразу Махмуд Кашгари применяет по отношению к уйгурам. Что они говорили на чистом тюркском языке, но у них еще был и свой язык. Вот, весьма интересный такой вопрос возникает, что здесь имеется в виду. Прямого ответа, к сожалению, нет, но можно подойти при помощи других источников к разрешению этого вопроса. В частности, я высказал гипотезу о том, что, может быть, под другим языком, на котором говорили татары, имеется в виду иной тип тюркского языка. Ну, вы знаете, вот существовал такой язык, как булгарский, который относится к иному типу языков. Ну вот наследник этого языка чувашский язык, который очень плохо понятен нам, кипчакоязычным татарам. Это агурские языки. Ну, эта гипотеза требует дальнейшей работы, но тем не менее это допустимо, потому что вот я сказал по поводу уйгуров, что у них тоже мог быть, у древних уйгуров, агурского типа язык, потому что древний предок легендарный уйгуров, Огус Каган, имел и другое наименование, а именно Огур, откуда и идет название огурских языков. Но это такая рабочая гипотеза, но существуют другие объяснения вот этого феномена. Я просто хочу привести один пример. Вот известный русский историк, он, который жил в Казахстане, Зуев, у него есть довольно хорошая публикация по поводу одной группы по китайским источникам. По-китайски эта группа называется Бомо, но по-тюркски эта группа называлась Хелоджи, и Зуев говорит, что на самом деле имеется в виду Алла, Алач, Алаши. А это весьма известная группа,
Потому что одна из тех татарских племен, с которым Чингисхан воевал, как раз называлась этим именем Алчын или Алшын. Эта группа до сих пор существует в составе казахов. Хотя я не знаю, что это татарская группа. И вот на самом деле Зуев доказывает при помощи китайских источников, что эта группа была тюркоязычной. Потому что группа Алаш существовала потом и в составе половцев тоже. Она хорошо известна по русским источникам. Русские летописи знают Улашевичи. Это как раз группа Алаш. И вот таким образом, если начать этот вопрос исследовать, то получается, что вовсе не исключено, что древние татары были тюркоязычные. И не просто тюркоязычные, а игравшие очень важную роль в Центральной Азии. И в этой связи я хочу привести одну сюжетную линию, которая мало известна даже нашим историкам, но заслуживает внимания. Дело в том, что некоторые историки занимались проблемой кимакского каганата и обнаружили, вот, скажем, Ахенджанов и другие историки еще Казахстана занимались этой проблемой, обнаружили, что в кимакском каганате, вы знаете, что этот каганат, может быть, знаете, на самом деле находился в бассейне реки Иртыша. Это было довольно развитое государство, где существовала система городов. И у кимаков по ряду источников существовали легендарные предания. Об этом, например, Гордизий пишет. Предание о том, что у них родоначальник был татарского происхождения. И когда перечисляются основные кимакские племена, которых было 7, там упоминаются и уйгуры. Одна из групп уйгуров под названием Имий. И сказано, что глава их государства, и это семейство, там упоминался титул Шад, это на самом деле ближайшие родственники Каганов назывались этим именем, были татарского происхождения. Это весьма интересные данные, которые говорят о том, что татары, ранее упоминавшиеся в союзе с уйгурами почти постоянно, после того, как уйгуры потерпели поражение от киргизов в 840 год, мигрировали с уйгурами в другом направлении. И вот эта группа, она оказалась в составе кимакского каганата. И что еще более важно, она потом ушла дальше на запад. Дело в том, что у нас есть плохо исследованный вопрос о том, какую роль играли кимаки на просторах степных, находившихся севернее Средней Азии. Это казахстанские степи, это вплоть до Каспийского моря. Вот эта степная территория, она была занята, обычно пишут, кипчаками. Но на самом деле там жили восточные кипчаки, которые и были кимаками. Ну, есть много источников, которые рассказывают об особой роли этих кимакских групп в государстве Хорезм-Шахов. Ну, очень известное государство, которое хорошо, история которого хорошо разработана, но плохо разработана применительно к этому государству, к истории государства, проблема участия кимаков на последних стадиях существования этого государства перед монгольским завоеванием. По многим восточным источникам вытекает следующий вывод, что практически несколько поколений хорезм-шахов, центр находился в Хорезме или в Ургенче, это было большое государство, вот несколько поколений хорезм-шахов фактически вышли из среды кимаков. Ну, можно сказать, из состава кимакского кангловского конгломерата. И жены у них были из этой среды, и гвардия у них состояла из этой среды.
И если вы внимательно изучите восточные источники, которые рассказывают, как монголы воевали с государством Хорезм-Шахов, вы постоянно будете встречаться с такими данными. 90 тысяч кангалов воевали, 40 тысяч кангалов и уранийцев ушли с Хорезм-Шахом туда на юг и так далее. И упоминается очень часто также конкретная информация, из каких групп эти кимаки состояли или канглы состояли. Например, много пишется о жене последнего Хорезм-Шаха Мухаммада, о Теркен-Хатун, и дается большая информация о том, кто она была родом. Упоминается обычно племя Уран. Рашиддин пишет уранийцы, и потом рассказывает, что все родственники Теркен-Хатун занимали важные позиции вокруг сыновей Хорезм-Шахов, которые правили во многих городах, в том числе и в гораздо более южных районах. Причем они не просто правили, у них были свои войска, и все выходцы вот этой кимакской среды. Я об этом рассказываю потому, что есть исторические данные, сейчас я не буду оставаться на деталях, которые утверждают, что эти кимаки имели существенный татарский компонент, и их элитная верхушка имела татарское самосознание. И соседними авторами, которые находились по соседству, постоянно подчеркивается, что это были татары или имели татарское происхождение. Вот для того, чтобы конкретизировать, что необходимо иметь в виду, я приведу один исторический пример, который связан с достаточно хорошо по источникам известной фигурой Бачман Султана. Когда монголы начали завоевательный поход против Волжской Булгарии и кипчаков, там произошло следующее. После первых ударов монголов Волжская Булгария вроде бы подчинилась, но потом опять восстала. Известны два вождя волжских булгар, которые восстали. И во время этого восстания группа во главе с Менгу сделала большую облаву по левому берегу реки Волги. Они спускались с севера на юг, и по пути их движения они захватили вот этого Бачман Султана, и потом еще одного предводителя, как там сказано, Асов. Его имя тоже известно. Бачман Султан, по легендарным сведениям, был убит за то, что не захотел подчиниться. И вот если следовать согласно легендарным материалам, становится известно, что этот Бачман Султан был предводителем очень большого клана Алпарлы или Ильбари. Есть разные написания. Причем столичный центр этой группы находился там, где сейчас находится город Оренбург. Еще во времена Рычкова там были остатки города, и стояли целый ряд эпиграфических памятников, о которых Рычков пишет, сейчас уже уничтоженных. И существовали легендарные сведения о том, что там как раз группа Бачмана существовала. И город назывался Актубе, этот город. Некоторые казанские историки пытались эту Актубу искать в низовьях Волги, но на самом деле центр находился там. И я бы не стал об этом рассказывать, если бы это за собой не влекло некоторых последствий. Потому что Бачман Султан очень хорошо представлен в известном татарском дастане, он башкирт уже есть, Туляк и Сусулу. Там есть целый ряд сюжетов, которые говорят о том, что кимаки никуда не исчезли, а сохранились и потом вошли в состав златоордынского населения. Есть более конкретные данные об этом. Скажем, на северо-западе Башкортостана до сих пор существует татароязычный район, где живут потомки племени Уран.
Ну, это около 60 населенных пунктов. Они сейчас воспринимаются по документам башкиров, по языку татары. И там еще есть некоторые такие же образования, которые связаны с кимакскими группами. Это говорит о том, что вот эти кимаки, которые имели татарский след в своем происхождении, на самом деле потом вместе с группами златоордынцев сюда пришли по Волжье, Приуралье, и там остались. Вот это один очень важный момент, который говорит о том, что происхождение татар нельзя трактовать слишком примитивно. Ну, сейчас вот общепринята точка зрения историков о том, что такой этноним, как монголо-татары, двойной маркер, он был навязан китайцами, потому что китайцы всех кочевников считали татарами, и поэтому взгляд китайских чиновников закрепился, и поэтому как бы монголы Чингисхана одновременно получили два наименования. Я думаю, что дело было не такое простое, и есть и, собственно, татарский компонент в том конгломерате, который создал Чингисхан. Вот я вам рассказал о кимакском направлении. Плюс надо иметь в виду еще одну важную информацию, которая связана на этот раз с алтайским направлением. Дело в том, что когда монголы начали завоевательные походы, они ведь сначала воевали со своими ближайшими соседями. Например, с найманами, хорошо известно, с миркитами, с кириитами, с онгутами, еще с некоторыми группами ближайшими к себе. Так вот, что интересно, и на что историк до сих пор не обратил внимания, такой известный автор, как Джуджани, в своем труде «Табакат Насири». К сожалению, этот труд на русский язык переведен только в очень маленьком кусочке, хотя вся эта книга посвящена, это двухтомная огромная работа, посвящена тюрко-мусульманским династиям, и очень интересно. Так вот, Джуджани пишет, что найманы были татарами. Ну, может быть, он ошибается, но такая маркировка есть, и мы не можем пройти мимо этого факта. Есть еще более интересный момент. Описывая общий состав монгольских войск, Джуджани говорит, это монголы, то есть отличает их от татар, но он говорит, что Чингисхан был татарином. Тоже очень интересно. И я об этом говорю потому, что если внимательно изучать генеалогию Чингисхана, там тоже имеется по меньшей мере 2 тюркских вторжения по женской линии. Это говорит о том, что верхушка той группы, которая потом стала монголами, имела старые тюркские связи или связи с тюрками. Поэтому сюда мы можем добавить и некоторые другие данные. Вот, скажем, миркиты же бежали совместно с найманами, они бежали в направлении кимаков. И они там окончательно были монголами захвачены. И если внимательно изучать источники, то получится, что они бежали туда вовсе не случайно, ибо у них как раз был татарский компонент. По поводу миркитов об этом писали и некоторые зарубежные историки. И получается так, что вот знаменитая фраза Рашиддина о том, что татары были очень известным, могущественным и большим народом, что если бы они были сплощены, они могли бы там верховодить во всех центральноазиатских делах, представляется не случайной фразой. Она имеет некоторое отношение к тому, что татары были некогда царственным народом, который вместе с уйгурами создавал старое тюркское государство и играл очень важную роль, этот народ, в центральноазиатских делах. И вот, когда мы эту проблему немножко начинаем изучать, то получается, что после того, как монголы покорили ближайшие к себе группы, старший сын Чингисхана Джуши двинулся на Алтай.
Это еще ранние события, с самого начала XIII века. И после того, как Джуши завоевал Алтай, он там подчинил целый ряд групп. Ну, начиная от киргизов, там перечисляются еще, по меньшей мере, десяток племенных групп. Некоторые из них могут быть монголоязычными, например, айраты и буряты, но среди них много алтайских тюрок тоже. Ну, например, такая группа упоминается Коштими, Таз группа упоминается. Я об этом не стал бы говорить, если бы потом следы этих групп мы не нашли в Приуралье. Потому что группа Кош или Кошча до сих пор существует на севере Башкортостана. Причем эта же группа одновременно была известной группой, из которого вышли аталыки шибанидов. В этом есть данные в источниках. Группа Таз там недалеко фиксируется, в том же регионе. И если вы внимательно изучите племенной состав так называемых северо-западных башкир, там вы еще ряд таких групп обнаружите. Например, группа Киргиз до сих пор существует в современном Бакалинском районе Башкортостана. Это по документам башкира, но язык у них татарский. Это вот не случайные факты, которые говорят о том, что Джуши, который завоевал Алтай и сначала территорию владел, а он во время первого похода фактически дошел до Иртыша. Там тоже интересные группы перед ним возникли. Он вот по ходу движения захватил алтайских тюрок, а потом Джуши оказался полностью на территории кимаков, это Северный Казахстан, территория государства Хорезма, Хорезмшахов. И поэтому именно у Джучи оказались значительное число тюрок, и не просто тюрок, а тюрок с татарским следом, с татарским этногенезом. Поэтому то, что потом вот этноним татар одержал верх на определенной территории, не все государства, где правили чингизиды, у себя сохранили татарский этноним, только некоторые. Вот этноним татар закрепился в Золотой Орде. Я думаю, что это вовсе не случайное явление, а имеет отношение вот к этому древнему старому татарскому элементу, который сыграл важную роль в окончательном формировании облика золотоордынских татар. Я на этом специально останавливаться не буду, Искандар Иванович расскажет, там и другие факторы есть, но вот этот этногенетический след мы упускать из виду не можем. Об этом обычно историки пишут очень мало, потому что сама проблема этногенеза средневековых татар изучена явно недостаточно. Вот, заканчивая свою часть выступления, я хочу сказать, что сейчас, может быть, нам придется заниматься несколько модификацией наших взглядов. Вот я же сказал, что мы были сторонниками такой синтетической теории тюрко-татарской теории, а нам немножко посмотреть надо более детально и в сторону Центральной Азии, чтобы посмотреть, каким образом формировалась ранняя группа, которая стала потом государствообразующим народом Монгольской империи. Я думаю, что считать вот эту империю сугубо монгольским образованием явная ошибка. Изначально Монгольская империя, Великое монгольское государство, так называемое, было тюрко-монгольским государством, где тюрки играли очень важную роль с самого начала. Поэтому вот есть же известный рассказ китайских авторов о том, что один из главных военачальников Чингисхана Мухули, который стал правителем Китая, фактически губернатором, Мухули на вопрос китайских чиновников: «Кто вы?» сказал: «Мы татары». А Мухули был из племени Джалаир. Обычно считают, что это были монголы, но на самом деле Джалаир это было тюркское племя. И если источники посмотреть внимательно, вокруг Мухули можно обнаружить еще довольно много тюрок.
Это на самом деле важный факт, который обычно упускается из виду. Я бы на этом не стал заострять внимание, если бы следов этой группы мы не нашли и в других регионах. Вот, например, в Новосибирске есть целая группа, которая называется чаты. Она уже с конца XVI века известна по русским источникам. На самом деле чаты являются всего лишь родом в составе джалайеров. И Мухули как раз был из чатов, из этого рода. Хотя он говорит, что мы, так сказать, татары, но он был основоположником монгольского государства, одним из создателей этого государства, сыгравшим важную роль в формировании этого великого монгольского улуса. Вот поэтому мне кажется, что в дальнейшем мы должны свои взгляды немножко трансформировать и шире посмотреть на сам предмет изучения древних исторических корней татар. В том числе, конечно, нам надо преодолеть один крупный недостаток, который есть в исторических исследованиях. Вот мы относительно неплохо знаем древнетюркский период, хорошо изучен этот период, работа есть, фундаментальная в том числе. И там мы видим целый ряд этнических групп, разных там, и татары есть. Но где-то к началу IX века у нас информация исчезает, и мы тюркская группа обратно застаем уже только в период начавшегося монгольского завоевания. У нас почти 300 лет выпадает из нашего поля зрения. Конечно, проблема источниковая, но сейчас вот российские ученые только-только начали изучать эти источники, и там есть интересные вещи на самом деле, над чем стоит подумать. Но некоторые татарские историки уже этим занимались. Вот один из татар, который жил в свое время в Китае и знал хорошо китайский язык, ну и знает до сих пор и уйгурский, Мунир Ерзин даже издал небольшую книгу, она в Средней Азии издана, потом в Казани тоже переиздавалась очень малым тиражом. Там он посмотрел, изучил некоторые китайские источники и показал значимость вот изучения как раз этого периода между ранее тюркскими государствами и предмонгольского времени. Там мы можем обнаружить новые материалы, которые заслуживают явного внимания. Тогда мы совершенно иначе поймем всю другую оставшуюся историю тоже Золотой Орды. Вот, наконец, я хочу закончить тем, что всем известно, в принципе, что вот половцы, кипчаки, вышли из состава кимакского каганата. Это общеизвестная такая истина. Значит, мы можем считать половцев частью кимаков, или считать, что это был один общий конгломерат. Может быть, внутри него были разные там этнические группы, но это было одно общее сообщество. Но если у кимаков обнаруживаются явные следы татарского присутствия и татарского сознания, то, может быть, нам надо иначе посмотреть и на самих половцев, на западных кипчаков, которые ушли вглубь территории, далеко на запад, но смогли сохранить в своем составе некоторые татарские элементы. Например, нам из исторических источников известно, у Ибн Халдуна тоже есть, что некоторые кипчаки, которые оказались в составе мамлюков, считали, что они татарского происхождения. Это западные кипчаки, которые оказались после завоевательных походов монголов в Египте, но они помнили, что это татарское происхождение. Поэтому с этой точки зрения нам еще только предстоит осмыслить в целом кипчакско-половецкую проблему, потому что кимак — это восточные кипчаки, а мы знаем больше западных кипчаков, половцев, а вот синтетической теории того, что это было в целом, до сих пор нет. Но это требует специального внимания к осмыслению всего круга проблем,
который имеет отношение и прямо к этногенезу татар тоже. Вот я на этом закончу, пожалуй. Сейчас слово передаю моему коллеге Искандару Леоновичу. Но он больше... Уважаемые коллеги, я должен несколько вернуться к началу и продолжить с того места, с которого, собственно, Дамир Муллаевич начинал эту лекцию. Все-таки нам необходимо четко представить себе, что мы имеем сейчас в виду, когда говорим об этногенезе татар. Мы с Дамиром Муллаевичем в целом ряде трудов, он уже характеризовал их, считаем, что, и это, собственно, наше, можно сказать, историческое открытие, в том, что мы классифицировали все труды, которые писали в свое время о татарах, на три группы. Первая группа, это которая считает, что мы произошли от булгар, то есть имеются древнейшие истоки. Некоторые доходят до того, что считают, что дело не ограничивается булгарами, а вообще, что мы являемся потомками тюрок, которые произошли от каких-то древнейших неандертальцев, которые жили на территории Восточной Европы и испокон века проживали на этой территории. И доживали, так сказать, до XVI века, когда, наконец, в составе российского государства претерпели определенные изменения, были какие-то включения в эту среду. И все закончилось тем, что в 1920 году образовалась Татарская республика, и вот этому самому народу, булгарскому, то ли тюркскому, там в последнее время академик Закиев пишет о неких касанах, которые на самом деле вообще, оказывается, проживали на этой территории. И вот этот самый народ, вот волей партии Советского государства, стал называться татарами. До этого вообще неизвестно, как он назывался, какую историю имел. Вторая группа, это группа историков, которая считает, что татары являются потомками золотоордынских завоевателей, которые пришли в Восточную Европу, ассимилировали здесь местные племена, фактически не оставив ничего от этого, стали основной частью, ну и в том числе городского населения и сельского в том числе населения. И вот с этого момента, собственно, ведет свое происхождение татарский народ. Мы являемся сторонниками несколько другой точки зрения. И эта другая точка зрения не чисто филологическая, то есть мы ее называем тюрко-татарской, подчеркивая древние корни нашего этногенеза, но она имеет и концептуальное отличие. Концептуальность отличия в том, что обе предыдущие точки зрения понимали этногенез как некий биологический процесс, то есть народ, издавна сложившийся, то ли это какие-то булгары-касаны, которые жили на этой территории и в неизменном виде сохранился до наших дней, то ли это какие-то завоеватели, которые пришли из степей Центральной Азии и заселили эту территорию. Мы, используя современные данные этнологии и современное понимание механизмов становления этносов и наций, считаем, что происходили очень серьезные внутренние трансформации. И нет ни одного народа, который бы в неизменном виде дошел от древности и до сегодняшнего дня. Один из таких показательных, как будто бы, примеров такого, это китайский народ. Но если мы посмотрим
тех древних китайцев, о которых, допустим, с эпохи Шань-инь доживают до сегодняшнего дня, мы увидим, что это совершенно другой народ. Единственное, что сохранилось и что, так сказать, неизменным, это иероглифика. Но даже эта иероглифика, собственно говоря, язык сменился, а иероглифика осталась. И для того, чтобы читать, в чем тут камень преткновения, например, для чтения древних текстов, современный китайский язык, так сказать, язык мандарин, да, считается, да, северо-китайский диалект, он неприменим для чтения древних рукописей, например, ну, там, танского времени. Да, нужна очень серьезная подготовка, в том числе и языковая. И неудивительно, что те самые чтения, которые в свое время предлагал и Бичурин, зная, ну, собственно, современный ему китайский язык, для реконструкции этнонимов и топонимов более раннего периода, оказались сейчас, как показывает современные исследования, не совсем состоятельными. Вот даже такой пример показывает, что между древними средневековыми народами происходят очень целые узлы, во время которых вот такое течение развития народа претерпевает резкие качественные изменения. При этом вот эти, надо иметь в виду, что сама структура понимания этноса тоже меняется. И тот взгляд на этнос, который был еще в начале века, конечно, для сегодняшней науки является полной архаикой. Это что якобы существовал, вот я уже говорил, какой-то народ, который в неизменном виде сохранял и язык, и культуру, и мог сохранить это все, донести до наших дней. Ничего подобного. Этнос — это скорее процесс, а не состояние. И мы можем констатировать, что есть сейчас две такие теории, которые объясняют развитие и происхождение этносов. Это один такой примордиальный, эссенциальный подход, который говорит о том, что этносы — это как такой генотип. Вот он дан, и вот он после этого сохраняется. Другой подход, конструктивистский, говорит, что на самом деле все настолько быстро меняется, что на самом деле этносы, нации — это являются воображенными единством. Нет никакого на самом деле единства. Это просто народ, люди собрались между собой, какую-то выдумали себе идею и вот следуют, значит, этой идее, ну, выдумывают себе предков, историю и так далее. Вот мы с Дамиром Леевичем являемся сторонниками несколько такого другого синтетического подхода, который, если угодно, есть примеры такого, казалось бы, соединения несоединимого. Ну, допустим, так называемая дифракционная теория, да, света, да, то есть распространяется как волна, а действует как частица. И раньше считалось, что это одно другому противоречит и нет единой теории света. Ну, оказалось, что физика возможна. Но если физика возможна, почему это невозможно в истории? Этнос — это именно такая структура. Он на каждом определенном этапе времени, временном отрезке, он представляет собой несомненное единство языка, культуры. Все это выражается в общем этнониме, как выразители, качественном показателе всех этих процессов, и в самосознании, который, собственно, этноним и является выражением всего этого. Но если мы посмотрим уже на широком временном отрезке, мы увидим, что и язык, и культура, и даже элементы этого самосознания могут меняться. Но при этом самоназвание могло оставаться и прежним, меняя качественный каждый раз облик. Вот очевидно, что когда мы говорим
о татарах, то, скорее всего, мы имеем дело именно с таким феноменом. Если говорить о древнейших корнях, о древнейших каких-то элементах, мы можем только констатировать очень широкими такими крупными мазками. К сожалению, у нас нет данных, которые мы могли бы четко стратифицировать, ну пока, по крайней мере. Те самые археологические культуры, которые находились в эпоху поздней бронзы, раннего железного века в Центральной Азии, в Монголии, в долине Ордоса, чтобы указать на какой-то могильник или какой-то памятник, сказать, вот там татары. Скорее всего, и наука, ближайшая, по крайней мере, не сможет сделать таких выводов. Даже если мы какой-то ген выделим, и все равно нам скажут, что этот ген не имеет отношения к этим самым татарам. Скорее всего, это мы можем констатировать, судя по, допустим, тюркскому языку, анализируя контакты древнейших, реконструированного тюркского языка, что он активно контактировал с двумя языковыми семьями. Это в первую очередь с китайским. Многие названия, допустим, металлов были заимствованы именно из китайского. А с другой стороны, очень активно контактировал с какими-то индоевропейскими. Есть предположение, что с какими-то группами тахарскими языками, восточно-индоевропейскими языками, ныне мертвыми, но сохранились письменные памятники, которые позволяют некоторые языковые особенности. Кроме того, вот анализируя общий пласт тюркской лексики, член-корреспондент Академии наук Елена Дебо, она очерчивает круг, то есть предки тюрков жили в какой-то каменистой равнине, где были небольшие озера, и что, скорее всего, они или использовали коней, либо охотились на лошадей. То есть вот некоторые названия лошадей являются общими для всех тюркских языков. Вот если мы применим вот эту синтетическую методику, то примерно мы можем сказать, что тюркские языки, если уж совсем, так сказать, очерчивать круг, то есть это от Алтая и до Хуанхэ, и примерно от восточного Туркестана до Маньчжурии. Вот это примерно ареал, где, скорее всего, протекали древнейшие периоды, древнейшие этапы происхождения тюркских народов. Очевидно, что где-то там скрываются и истоки, и татар. Дальше очень трудно восстановить эти элементы, но, скорее всего, почему, вот можно задаться очень таким сложным вопросом, почему, ведь тюркский язык конкурировал со многими другими, например, енисейские языки, кетские, сохранившийся кетский язык, другие палеазиатские языки, они не сохранились фактически. От большого пласта субстратного енисейского языка остался только один народ, кетов, которые затеяны, значит, в тайге. Я полагаю, что это связано с тем, что тюрки оказались на самой западной оконечности и очень активно контактировали с индоевропейскими народами. И здесь они приобрели некие навыки и умения, связанные с обработкой металлов и навыками в военном деле. Надо сказать, чтобы подвести к этому, индоевропейские народы вообще в период поздней бронзы и даже до раннего железного века, но в основном это эпоха бронзы, выйдя из района
волго-уральских степей, потом переселившись очень сложно на Балканы, оттуда, значит, в Малую Азию, и из Балкан по всей Европе распространившись, завоевали практически всю Евразию. То есть, если мы посмотрим на карту, языковую карту Европы, то мы увидим, что, за исключением поздних пришельцев в Европу венгров, и на Кольском полуострове саамов, индоевропейские народы, еще есть один народ, я погрешил против истины. Вся остальная Европа занята только исключительно индоевропейскими языками. Только один народ не имеет индоевропейского происхождения — баски. Это единственный эндемик, который остался. А что в степях Евразии? Не заходя в таежную зону, индоевропейцы захватили практически все центральноазиатские степи, которые в то время представляли несколько иную картину. То есть увлажнение этих степей было гораздо большим, можно было вести комплексное хозяйство, и вот на примере протогородов Аркаима мы видим, как это все развивалось. И вот эта вот волна индоевропейцев прокатывается по Северной Евразии, по этим самым степям, и наталкивается на очень компактную массу, которая инертную, которая не дает им дальше распространиться. По идее, они должны были прямо столкнуться с китайцами и с китайским языком. Но прямых контактов индоевропейского с китайским не зафиксировано. Не исключено, что вот как раз тюрки, прототюрки, которые стояли вот на этой грани, они как раз и послужили вот этой самой. Тюрки очень многое заимствовали от индоевропейских народов. Например, я считаю, что в воинской лексике, в воинской культуре вот характерный пример и характерный элемент этой самой, это происхождение, например, от волка, происхождение представления о том, что воины тюрки являются оборотнями и их прародителями является волк, это часть очень древнего пласта индоевропейских представлений, которые бытуют практически у всех индоевропейских народов. И это вот как раз и является очень важным, и то, что он есть и у тюрок, и скорее всего он не возник параллельно, потому что уж больно такие аналогии прямые, и именно связанные с воинской культурой, воинским бытом. Скорее всего, тюрки как раз вместе с колесницами, вместе с этим восприняли у индоевропейских народов вот этот самый социальный быт, культ вождества, культ оборотничества, представление о том, что они, воины тюрки, являются потомками волков. Вот где-то, вот, значит, если на современной карте, это примерно, наверное, современный Алтай и российский Алтай и монгольский Алтай, и вот степи, северная часть степей Восточного Туркестана. Очевидно, вот те памятники, которые с одной стороны упираются в Пызырык, а с другой стороны в китайские, найденные в Восточном Туркестане памятники, которые найдены в степях, в пустыне Такламакан. Они очень близки, собственно, по погребальному обряду, просто здесь линзы, так сказать, замороженные, а там просто выдутые курганы песчаные. Но по погребальному обряду и по набору инвентаря и по набору предметов они довольно близки. Но это я бы высказывал в качестве определенной гипотезы. Это требует очень серьезных размышлений, доказательств. Следующий этап, когда мы точно фиксируем этих самых татар, есть представление в китайских источниках о том, что атус-татары, они являются потомками более ранних племен, которые тоже есть, 30 племен там и так далее. И скорее всего
там есть, в общем, довольно туманные сведения этих источников, но тем не менее они позволяют говорить, что эти племена переселились из Восточного Туркестана куда-то в Прибайкалье. И примерно вот в этом районе, это современная западная часть Монголии, монгольский Алтай, там их застают тюрки. Первые известия, как известно, сохранились на эпитафийном памятнике, посвященном Культигину, 723 год. Но события, которые описывают и в которых упоминаются татары, связанные со смертью первого тюркского кагана, Бумын-кагана, это 554 год. Вот с этого времени мы можем говорить о том, что это татары, как наряду с другими царственными народами, пришли поклониться, значит, погребению Бумын-кагана как великого правителя, значит, степи. Один из исследователей и очень серьезных исследователей, Сергей Григорьевич Калишторный, по этому вопросу писал, что если не в письменных памятниках, то в народной памяти, очевидно, это событие очень сильно зафиксировалось и получило такой, несколько кодифицированный характер. Потому что иначе представить, что там есть упоминания и о Китае, и о Руме, то есть Византии, да, что просто так они бы, если бы не сохранялось это известие, то оно было бы заменено более актуальным каким-то известием, например, там уйгурами, да, то есть, но оно сохранилось в неизменном виде. Значит, это было донесено с VI века в таком неизменном виде. Значит, татары как в качестве царственного знатного народа, равного тюркам, зафиксированы уже в середине VI века. Но что это было за племя? Ясно, что по сравнению с теми родами, которые конгломератом мы имеем дело в более ранний период, здесь мы вполне очевидно имеем уже дело с новым образованием. Племена, которые и сами тюрки не были таким родоплеменным или родовым коллективом, да, сами тюрки представляли собой эль, то есть это был царственный народ и были народы подчиненные. Вот скорее всего, конечно, татары это был какой-то тоже царственный род, которому подчинялись целые группы. Но наименование этого народа, как и нам известно по аналогии с тюркским каганатом, распространялся и на все племена, которые входили в этот самый каганат. После этого татары несколько раз вели довольно успешные войны сначала с первым тюркским каганатом и способствовали его гибели. После возрождения, опять-таки, именно татары вместе с племенами Теле поднимают восстание и также служат основой гибели второго тюркского каганата. Что здесь важно указать? Во время, то есть местонахождение татар указывает то, что в этих самых в надписях, в том числе посвященных Культигину, написано, что он громит сначала азов, потом татар, а потом громит кыргызов в Минусинской котловине. Значит, если представить себе поход, то татары где-то между Минусинской котловиной и, собственно, Отекенской чернью, то есть центральной Монголией. Вот как раз мы получаем территорию вот этой самой западной Монголии, монгольского Алтая, где, скорее всего, и проживали эти самые татары. Здесь нужно оговорить еще один важный момент. Какое место в этногенезе современной татарской нации занимают и другие тюркские племена, которые также участвовали в истории и были тоже не менее значимыми народами. Надо сказать, что после гунского времени начинается постепенное движение, и это характерно для всего Средневековья.
тюркские народы выдавливают индоевропейские народы обратно, то есть и ассимилируя, и оккультурируя их постепенно. Этот процесс затянулся, можно сказать, до 15 века, когда практически все тюрки вышли из территории Центральной Азии. Вот удивительный парадокс. Мы, когда говорим о прародине тюрок, уйгуров, мы находим памятники в Архонской долине, тюркские надгробия, ханские, каганские надгробия. Рядом с этими памятниками в долине Архона стоят развалины столицы уйгурского каганата. Нет. Нет, не нет. Бишбалы. Прошу прощения. Это развалины тоже, они возвышаются на степи, голая степь, значит, архонская, с редкой травой, и тут возвышаются, значит, высоченные стены почти 4-метровой высоты. И город занимал довольно большую, несколько десятков гектаров, причем в китайском стиле распланирован, укрепление, здесь ремесленная часть, здесь дворцовая часть, там еще. Но ни одного тюрка, конечно, не енисейские на Енисее, здесь тюркские, архонские, да. Значит, чуть дальше, то есть Маюнчура тоже в долине Архона, но чуть западнее от столицы Бешбалыка. Но тюрок сейчас там нет. То есть процесс выхода тюрок из Центральной Азии в Восточную Европу длился все Средневековье. То есть, если сначала индоевропейские народы двинулись сюда, потом обратный поток тюркских народов, а потом монгольские народы вслед за ними, видимо, выдвигаясь из территории современной Маньчжурии, сдвинули и заняли территорию, где раньше жили тюрки. А их, в свою очередь, стали поджимать уже тунгуссо-маньчжурские племена, которые стали выходить из-за Амура и постепенно занимать и территорию, которая раньше принадлежала монголам. Вот такая, так сказать, пояс такой догонялки центральноазиатской истории. Так вот, первые вышедшие тюрки в Восточную Европу имели совсем другой язык. Надо сказать, что тюркский язык имеет два диалекта: R-диалект и Z-диалект. R-диалект, скорее всего, был это племена, которые раньше всех вышли в Восточную Европу. И авары, хазары, булгары, сувары, это все носители этого R-языка. Судя по отдельным надписям, судя по отдельным языковым элементам, самым ближайшим, я не скажу потомкам, да, родственником этим языкам является современный чувашский язык. Ну, там, например, чтобы представить разницу между R-языком и Z-языком, в Z-языке кызыл, а в чуваш хырыл. Ну, вот примерно так. То есть, несмотря на то, что и тот, и другой построили тюркские языки, на самом деле они отличались весьма существенно. И вот эти народы, выдвинувшись в Восточную Европу, здесь создали целый ряд своих государств. Это хазарский каганат, аварский каганат. Но до 13 века в качестве государственного объединения дожила Волжская Булгария. И это действительно очень важное объединение, очень серьезная такая политическая единица, которая изменила всю культуру и, можно сказать, этнический облик всего Волго-Уральского региона. Во-первых, потому что ее создание привело к тому, что финно-угорские народы, во-первых, были разделены между собой, произошло разделение общего, такого непрерывного деления финно-угорских общин и их языков на отдельные: мордовский, марийский, и от которых постепенно где-то к X веку стал отпочковываться пермско-удмуртский язык. И сами эти народы были включены в орбиту
Волжской Булгарии. Само название Черемис, которое дальше распространяется и вплоть до российской истории зафиксировано, оно происходит от тюркского чермыш, то есть ополченец. Скорее всего, это не только говорят, что черемис это вот марийцы. Нет. Это под этим термином поднимались и чуваши в свое время, и марийцы. То есть это пограничная стража, которая имела серьезные сословные привилегии и служила вот начиная с Волжской Булгарии, и такая же система сохранялась и в эпоху Золотой Орды, и в эпоху Казанского ханства. И эти черемисские войны, которые вели эти самые народы против российского завоевания, они были связаны не с тем, что они стремились там к свободе или к возрождению Казанского ханства. Да им вообще это не нужно было. Они боролись за свои сословные привилегии. После того, как их низвели из сословия воинов, служилого сословия пограничной стражи в податное сословие, они были не согласны с этим. Недаром русское государство, чтобы смягчить эти восстания и как-то их подавить, вынуждено было постоянно идти на то, чтобы отменять сбор языка у этих народов. А часть этих самых черемисов была переселена на польскую границу, где, причем как на польской стороне, так и на российской стороне, появляется в качестве городовой стражи черемисы. Когда говорят, это марийцев, значит, вербовали для того, чтобы там их доходило до 50 тысяч. Там марийцев столько населения в то время не было, чтобы переселить их. Это надо было вообще полный караул был бы. Нет, это целый ряд, скорее всего, причем населения, говорившее на тюркском языке. По крайней мере, то, что нам известно, вот этой самой городовой стражи. Но вернемся, значит, к татарам. То есть уже тогда татары являются не просто этнонимом, они являются политонимом, поскольку обозначали народы, которые не только социальную верхушку, но и те народы, которые входили в политическую зону влияния. Позже, вот то, о чем Дамир Валерьевич, чтобы не повторяться, я перескочу сразу. Есть очень интересный сюжет, связанный с тем, о чем как раз вот он говорил. В китайских источниках действительно, на удивление, не упоминаются татары. Хотя там, казалось бы, прямо должны упоминаться, но не упоминаются. Там, когда речь идет о борьбе с тюркским каганатом, но там присутствует некое объединение, которое в китайских источниках обозначается шато. В тюркских языках никакого, и даже, значит, Гумилев, который очень серьезно этим занимался, так и не нашел никакого соответствия. Да, оно и не может быть. Это самая та же объединение, пограничная стража, куда набирались, значит, люди, которые воевали и в Китае, и за Китай, в частности, там знаменитый полководец Ань Лушань и потом создатели Танской империи. Они все выходцы оттуда. Это такой конгломерат воинов, скорее социальное сословие воинов, которые стремились продать свое оружие и стать служилым сословием в Китае. Но там есть еще одно племя, Дзубу, которое упоминается и накладывается на то, что мы знаем позже на этноним татары. Очень интересный московский китаевед, историк Роман Храпачевский совершенно справедливо, на мой взгляд, указывает, что Дзубу это просто тибетское название татар, которое просто вошло в китайскую традицию от киданий. То есть кидани заимствовали от тангутов, у тибетцев по языку,
И эта традиция была воспринята китайской традицией в Тан и Сунской империи, но при этом суны, имея непосредственный контакт уже с татарами позже, стали их называть и дада. То есть получилось так, что два этнонима, ну а поскольку эти дзубу фигурировали в более ранних источниках, не сунских, то они так и вошли в историю как дзубу. Скорее всего, я думаю, что он прав. И говоря об татарах вот этой самой темных веков, скорее всего, мы можем вполне четко говорить. Тогда у нас получается очень интересная картина, что никаких к монгольскому завоеванию каких-то буйрнурских татар, которых истребил, значит, Чингисхан, они были, но это было только одно. Когда Рашид один пишет, что татар там 5 племен, а их было не 5, там их 9 как минимум. И все племена пограничные, начиная от, значит, Буйрнура до Ордоса, где жили ангуты, белые татары, и вплоть до восточного Туркестана, где ганчжоуское княжество уйгуро-татарское, причем оно в источниках прямо зафиксировано. И именно с ними как раз Махмуд Кашгарийский имел дело. И он пишет, что мусульманские, значит, гулямы, распространители веры совершают походы, значит, в восточный Туркестан. Ну, он там говорит про земли уйгуров и татар, сжигают их буддийские храмы и так далее. Воинские песни, то есть он пишет стихи, излагает воинские песни этих самых ревнителей веры тюрок, которые воевали, Карлуков, создатели Караханитского государства, которые были на границе и сталкивались с этими самыми татарами. При Иртыше, вот как раз Владимир Ильич прямо четко, рельефно показал. И здесь как раз мы вспоминаем, что пишет Рашид ад-Дин об этих татарах. Это самое царственное, самое могущественное племя, которое известно в степях. И благодаря их единственному могуществу все народ, найманы, джалаиры, хотят называть себя татарами. Но после образования монгольского государства картина меняется. То есть уже Чингисхан вполне справедливо, и это подчеркивает как раз планы Карпини, что он говорит, что татары, да, были прежние хозяева степи, а теперь Чингисхан требует, чтобы называли монголами, и все, чтобы называли себя монголами, а имя татар должно быть истерто из истории. Но, несмотря на то, что, казалось бы, оно из истории истерто, и Чингисхан одержал военную победу, а где и присоединил этих татар мирно, допустим, ганчжоуские уйгуры татары вошли мирно, и ангуты тоже подчинились, из них были специальные корпуса, созданы 10-тысячные, которые воевали в Южном Китае, в Южный Сун. Но само имя истребить было невозможно. И когда вал монгольского завоевания докатывается до степей, вот здесь мы имеем очень важный и очень для нашей истории системный элемент. Как получилось так, что само название, некоторые, Гумилев вообще пишет просто, это этнический камуфляж. Значит, булгары и половцы вдруг стали называться татарами. Как так? Вдруг называться. Сегодня ты называешься так, а завтра по-другому. В средние века это невозможно. Здесь мы должны сделать одну ремарку. Что такое вообще самоидентификация в средние века? Это, я бы сказал, в меньшей мере маркер культурный, языковой, но в определенной степени. Главным образом элементом вот этой самоидентификации был социальная принадлежность к определенному сословию. Фактически, когда
речь идет и об экзитноис, то есть иноязычных наименованиях, и когда речь идет о самоназваниях, это практически всегда речь идет о социальном статусе. Допустим, завоеватели Англии, норманы, они себя не называли англичанами. Англичане стали податным сословием, ну, в лучшем случае свободными, но при этом платили дань правителям. Сами они не считали себя англичанами. Сами стали себя называть англичанами только после поражения в Столетней войне в 15 веке, когда вдруг оказалось, что их владения во Франции потеряны, и им нужно как-то укореняться на этой земле. И они вдруг вспомнили о своих, так сказать, предках, что они испокон века живут на этой территории. И стали появляться, мы англичане и так далее. Мы принадлежность уже не как к племени англов или саксов или кентов, а мы в целом, мы генс, так сказать, мы именно англичане. То есть переосмысление и отсюда уже более ранее Британия. Есть и более интересный пример того, как в средние века существует именно такое определение себя в качестве военного сословия. Но в первую очередь это, конечно, что приходит на ум, это Индия, раджпуты. Ни одного крестьянина Раджпута не существовало и быть не могло. Раджпуты — это слой воинов, которые исповедовали индуизм, поэтому они не смешивались с тюрками, которые тоже были военнослужилым сословием. Они сохраняли и индуизм, но при этом они были, никого не было сомнений. Они были связаны родовыми связями, они были связаны между собой кровным, в том числе, родством, и это был сословие воинов. И сейчас говорят, что многие, значит, формируется даже нация, значит, раджпутская, поскольку многие податные из низших каст сейчас вдруг стали писать: у нас здесь властвовал когда-то раджпут, мы все раджпуты. Хотя на самом деле они там из низших каст и близко не могли подойти в свое время, но царственный народ. Это же сразу принадлежность к великой истории. И так вот формируется нация. Но и так формируется она везде. И когда мы имеем дело, надо понимать, что в Золотой Орде примерно те же процессы происходили. То есть нужно было верхушке ханов Золотой Орды, поскольку они всегда фрондировали с великими ханами, а после того, как Хубилай взошел на великий Каганский престол не только не по велению общего Курултая всемонгольского, а просто собранием своего войска, и пошел против воли старшего тогда в семье, а старшими считали себя джучиды, конечно, произошел разрыв. А на кого перед? То есть уже в Золотой Орде не могли себя правящий вот этот слой именовать себя монголами, поскольку они сами были выходцы, многие именно из тюрок, из татар. И армия формировалась, и административная система формировалась именно из татар. Если мы отмотаем чуть-чуть назад, как происходил механизм этого распространения? После того, как Джучи завоевал часть Сибири, Прииртышье, и эта территория была дана ему в улус. Но здесь-то он привел с собой там 3 тумена. Эти тумены, во-первых, там часть прямо пишет, что Субудей формировал эти отряды из найманов, джалаиров и так далее. Для того, чтобы воевать. Татар. И в том, да, то есть сами татар. И вот эти племена, они накладывались на местную основу, и из них формировалась уже новая военно-административная система. То есть
каждый тысячник стал владетелем 10 тысяч, то есть территории, с которой он мог собирать 10-тысячную армию. Каждый сотник стал правителем области, от которой он 1000 выделял, и так далее. И такая система действовала по мере того, как это самое завоевание накатывалось на степи Восточной Европы. Сначала Заволжье, потом Восточной Европы. По-другому она работала там, где она столкнулась с оседлым народом, в частности с Булгарией. Там, скорее всего, знать булгарская была полностью или истреблена в нескольких войнах и в нескольких восстаниях, либо деклассирована. То есть они продолжали оставаться городским нобилитетом, но при этом перестали быть частью военнослужилого сословия. Военнослужилое сословие стали татарами. Но податное население, оно есть вторая, так сказать, сторона этой медали. Податное население не имеет общегосударственной идентичности. Примеров тому тоже не из числа. Например, до сих пор там в Белоруссии, когда спрашивают, вы кто? Тутейшие, здешние. У них нет, они не говорят, что это только сейчас, после того, как они читают учебники, им говорят, что вы белорусы, они начинают как-то кто-то понимать, что они белорусы. Но так было во всех общинах. В лучшем случае податное сословие идентифицировало себя в качестве, по конфессиональному признаку. Например, бесермяне или в России крестьяне, христиане. Податное сословие. Они не называли себя русскими. Разве что очень продвинутые, образованные люди, которые получили церковно-приходское или там какое-то начальное образование. И здесь мы видим очень сложную картину, характерную для средневекового государства. Вот мы мало источников имеем с этой татарской идентификацией для именно периода Золотой Орды. Но уже чуть позже, когда это, им, собственно, татарам и не нужно было говорить, я татарин, это и так было понятно. Вся военнослужилая знать, частично ведущая кочевой образ жизни, частично занимающая военно-административные посты, они были спаяны клановой системой. Вот то, что мы знаем о клановой системе, членами клана могли быть только знать, военная аристократия. Не было никакой другой воинской силы и другой аристократии, кроме тех, что была включена в эти татарские кланы. И, соответственно, не было какого-то татарина, который не был бы включен в эту самую клановую систему. Поэтому не происходило столкновение идентификации. То есть ему не нужно было говорить, хотя все источники прямо говорят татары, татары, татары. Но для XVI века мы уже имеем прямые свидетельства. И наиболее характерно свидетельство, когда Дамир Ильич его раскопал, и мы всегда его любовно рассказываем. Значит, когда Иван Грозный, переписывается, бием Ногайской Орды, и речь идет о судьбе Астрахани. И Ногайский бий ему отвечает, вы даете своего хана, и все. А что о татарах? Татары от нас будут. То есть хан это дает и территории, и пускай Астрахань подчиняется русскому, Москве, да. Но татары, то есть его военнослужилая аристократия, войско от нас, татары от нас будет. Вот это и есть как раз ключевая самоидентификация и как это все работало в этой. Кроме того, целый ряд есть и были
ну, незаконченном, к сожалению, виде в Золотой Орде, и историографические элементы, которые потом вошли в Шибаницкую, но там в шибаницкой историографии эти и в крымской татарской, они были в соответствии с местными условиями трансформированы. Но судя по некоторым отрывкам и тем, что мы знаем о этих отрывках из более поздних Дефтари Чингизнаме, например, и от Казанского ханства, какие-то начатки этого были, и историография создавалась именно для того, чтобы подчеркнуть, это страна татар. И недаром в Дастане Идигей там прямо написано, что речь идет о территории Поволжья, от Крыма и до Ургенча, о стране татар. Вот на следующей русской почве это служилые татары, то, что это, можно сказать, определенно масло масляное, да? Служилые татары это уже, то есть, но для того, чтобы русская бюрократия стремилась все-таки отличить тех, кто действительно служил, от тех, кто уже потерял этот статус. Но тем не менее они еще были довольно свободными. И вот здесь мы видим, постепенно идет трансформация уже в новом смысле. Значит, татары как социальное сословие постепенно в рамках российского государства теряет, деклассируется, но здесь поглощаются новыми элементами, но прежде всего мусульманскими. И формируется определенная так называемая мусульманская нация. То есть речь идет о том, что все подчеркивают единство свое, как мусульмане. Мы мусульмане. На собрании уложенной комиссии говорят, мы мусульмане, татары мусульмане, требуем там и так далее. И вот с этого момента начинается уже новый виток. Уже начинается нация строительства. Но нация строительства, понятно, что кто проводил, вся, пускай она даже верхушка казанского купечества, они были деклассированы, они были купцами, но при этом они всегда писали, мы князья, у них были свои тамги, они помнили, что они татары, они по-другому не могли. И они, когда создавали татарскую нацию, конструктивистский, так сказать, элемент, они, конечно, писали историю татар, но поэтому включали в себя всю историю всех тюрок, и у Марджани это очень хорошо видно, он очень хорошо понимал, что наша история это вся история, но при этом определенное центральное место это история татар. Недаром он говорит, кто ты как не татарин? Кто ты? И вот этот вопрос, и он своим трудом и ответил, и отвечал, и вопросов о том, кто татары или булгары, если мы посмотрим дискуссии второй половины 19 века, там нет такой дискуссии. Там говорят, турки мы или татары. Там среди населения не было. И ремарку надо сделать. Откуда вообще взялось в это самое упоминание даже у Тукая о болгарской земле? Там речь идет о том, что после того, как в 17 веке были разгромлены восстания татар, произошло формирование так называемого, в американской историографии это называется кризисный культ. Когда народ, его элита видит, что вооруженным путем, обычно это, как сказать, народ, депрессивный, то есть завоеванный, не может добиться независимости, но он должен сохраниться. Он вырабатывает идеологию, что наш лучший век был, вот золотой век, он там. Вот где наш золотой век? Почему мы потерпели поражение? Потому что татары были плохими мусульманами. Где был золотой век? В Булгарии. Вот там был настоящий ислам. Надо прославлять булгарский ислам. Мы наследники этого самого булгарского ислама. И чем чище, чем мы будем ревнителями этой веры, тем скорее мы найдем выход из этого положения.
Российское государство нам дает этот выход. Мы будем служить российскому государству, будем следовать вере наших отцов. Наша вера булгарская. Но это же не значит, что они отказались от ислама. Они просто указывали на это. Таких примеров кризисных культов очень много. Если хотите, вообще сионизм, восстановление храма Сиона, это тоже своего рода кризисный культ. Вот у нас он принял форму святого града Булгара. И недаром в 17 веке и лозунг Батырши, и Муллы Мурада, 18 восстановим святой град Булгар. Но это не значит, что они на развалинах, они молебны проводили, но не значит, что они собирались. Речь шла о горнем граде, о граде Всевышнего, который только через крепость веры достигается. Вот отсюда и в нашем татарском дискурсе и появляется вот этот самый мотив булгарскости. То есть он не имеет никакого... Не надо думать, что какие-то группы булгар сохранились с X века до XIX сохраняют. Мы такие булгары, мы там жили, это наша страна была. Ни черта подобного. Такие трансформации. Я еще раз говорю, что булгары, как знать, была истреблена уже в более раннее время. Элементы языка, которые сохранялись на ряде эпиграфических памятников на территории Поволжья, вокруг Болгара, они все исчезают, они появляются в конце 13 века и исчезают в 40-х годах 14 века. Дальше нет этого языка. Некоторые исследователи, в частности Юлай Шамиль-Аглу, совершенно справедливо, на мой взгляд, пишет, что черная чума в том числе послужила причиной гибели, просто вымирания, так сказать, вот этой самой нобилитета, который еще элементы вот этого булгарского какого-то самосознания имел. После этого на этой территории у нас уже нет элементов этого языка. И даже он был, видимо, очень сложный, литературный и такой ритуальный язык. Ну, примером, опять же, санскрит, латынь. То есть он учился определенной группой знати и культивировался этой группой знати, чтобы отделить себя от тех, кто не знает. И с гибелью этих носителей исчезли и, собственно, представления о своей булгарскости. И новое вот это возрождение, необулгаризм, связано уже с другими элементами. Уже связан с конструктивизмом уже другого плана, мусульманского святого града. Ну и дальше идет формирование уже, собственно, татарской нации со своим языком, со своей культурой, с единым литературным языком, который базируется на поволжском тюрки, то есть на языке, собственно говоря, можно сказать, старо-татарском, то есть золотоордынском литературном языке. И недаром поэтому, что от Кулгали и до других, до произведений Мухаммедьяра, они понятны фактически без перевода. Но поэтому еще раз говорю, что у нас есть великая история, очень сложная, очень трудно сразу вот так вот изложить, и особенно в одной лекции все нюансы рассказать. Но тем не менее, это понятная история. Она логичная, на наш взгляд. По крайней мере, она дает нам ответы на почти все вопросы. Но, конечно, многие элементы требуют дальнейших изысканий. И я призываю, конечно, всех продолжать исследования. Мы только на пути к познанию сложностей, познанию всех богатств, которые скрыты в нашей истории. Благодарю за внимание. Подождите, пожалуйста, вопросы. Вопросы есть, да. Пока прочитаю. У нас были вопросы, пожалуйста, тишина. Нет, Сначала письменные вопросы. Я буду модерировать, да. Значит, один вопрос звучит так. Что известно о миграции кипчаков или кимаков в Средневолжский регион, в том числе в Булгарии, до монгольский период?
то есть до 13 века, и масштабы такой миграции. Простите, ничего не было слышно. Вот здесь этот шум сейчас идет. Ну, вы сами должны знать. Нет, сейчас подождите, пусть они выйдут. Ну, кто хочет выйти, пусть выйдут. Чтобы каждый раз мы не прерывались. Подождите сейчас. Нет, ну, желающие могут покинуть. Они вот легче проходят. Значит, вопрос о том, что кимаки и кипчаки какую роль играли в районе Поволжья, к сожалению, изучен плохо. Но на самом деле материалы есть. Вот если вы посмотрите русские летописи, там как раз в предмонгольский период есть информация о том, что емеки участвовали в некоторых внутренних разборках в Волжской Булгарии. То есть вооруженные группы кимаков участвовали во внутренней борьбе правителей Волжской Булгарии. Такая информация есть. Это очень похоже на то, что происходило в Половецком мире на правом берегу Волги в разборках русских княжеств. Потом есть конкретная информация о том, что накануне монгольского нашествия, в ходе монгольского нашествия, емеки вбежали перед татарами, сказано, в Волжскую Булгарию. То есть туда поднялись, убежали туда. Если бы у них не было ранних контактов, а они действительно были на самом деле, они бы туда подниматься не стали, потому что это же как бы другое государство. Поэтому можно допустить, вот на основании даже этих данных, что фактически связи волжских булгар с кимакским миром имеют более ранний характер. Но я могу сказать, что есть еще одна информация, которая относится на самом деле к XI веку. Это рассказ в одном из восточных источников о том, что некая группа тюрок, она зимой спускается до Баласагуна, где ведет боевые действия против караханидов, а летом поднимается, сказано там, к булгарам. Вот я думаю, что это как раз группа, которая называлась потом группа Ильбари, Алпари, у которых столичный центр оказался в конечном итоге в районе современного Оренбурга. Но эта группа, кстати, рано приняла ислам, она была в XI веке уже исламизирована. Это вот на самом деле важная информация, потому что вот из того, что я сказал, я хочу добавить, и подтверждая сказанное Искандаром Мироновичем, очень интересная информация вот, о том, что Субидей Багадур, который после того, как монгольские отряды Джибей и Субидей вернулись из западного похода, ну вы знаете, битву при Калке, после этого они двинулись к району своего первоначального нахождения, после этого Субидей Багадур отправил послание Чингисхану, где предложил создать армию нового типа. И этот состав армии фактически состоял из кимаков, из найманов, из миркитов, то есть из татарских групп. И часть этих групп уже была исламизирована. И у нас есть интересная информация более позднего периода о том, что Берке, который некоторое время жил где-то в Средней Азии, точно район неизвестен, но, скорее всего, там, где кимаки находились, Берке имел собственную армию из 3 туменов, 30-тысячную, где все воины были мусульманами. Это очень интересная информация. Потом Берке, он же стал, как сказать, ханом Золотой Орды, и не исключено, что он эти войска с собой забрал. Я думаю, что как раз это были вот те группы кимакско-кипчакские, восточно-кипчакские, которые рано приняли ислам. И они уже пришли по Волжье мусульманами. Я думаю, что это один из факторов усиления татарского составного уже в самом районе Поволжья. Но это специальный сюжет, который необходимо отдельно изучать. Да. Здесь какова интерпретация топонима Тартария с точки зрения этногенеза? Ну, во-первых, сам термин Тартария, надо понимать, возникновение его
связано с западноевропейской картографией, ну и западноевропейскими путешественниками и историками, которые интерпретировали, ну это понятно, что откровение Иоанна Богослова и Иоанна Потарского, христианский мир ждал наступления страшного суда. И каждый, вот это вот завоеватели, которые, наконец, предвестники страшного суда. Нет, это известно, это уже оказывается такие, другие, нет, и эти. Вот и на фоне этих самых представлений родилось сопоставление Татария-Тартария. Понятно, что это образованные, так сказать, в том числе и с точки зрения античной мифологии, и схоласты европейские, они просто переиначили название народа, с которыми столкнулись, с потусторонним миром, мрачным царством, где царствовал бог Аид. Ну да, они представляли себе татар как какую-то инфернальную силу. Для этногенеза татар это может свидетельствовать только о том, что, собственно говоря, не исключено, что когда говорили европейцы, что они столкнулись с татарами, так и с татарами, а не с монголами, они столкнулись. Как учитывается значение ДНК в этногенезе? Должен сказать, что очень в науке, и в том числе такой сложной науке, как этногенез, очень велико желание вся сложность и все многообразие свести к каким-то простым методам. Неважно, что это. Раньше считалось, что таким методом является антропология, ну, в частности, краниология, то есть изучение по черепам. И вот, казалось бы, вот найди там вот монголоиды, европеоиды, там какие-то группы, и ты откроешь этногенез. Оказалось, что все очень сложно, что существуют смешанные расы, что по мере увеличения, значит, количества обмеров черепов оказалось, что антропологически, фактически население Волго-Уральского региона, например, оно неизменно чуть ли не там с эпохи бронзы. На Кавказе точно такая же картина. Изучение краниологического состава населения, оставившего поздние могильники поздней бронзы и раннего железного века, фактически идентично краниологии, которая изучается современным путем, так сказать, обмеров черепов, но при этом совершенно разных народов и представителей разных языковых семей, что у ингушей, что у осетинов, что у кумыков. Но выходит, что это не панацея. Ну вот теперь появилось в качестве такой панацеи, значит, изучение генофонда Y хромосом, что вот они-то нам дадут, наконец, решение всех проблем. Я думаю, при массовом изучении, сейчас мы в лучшем случае имеем дело с тысячами там образцов. По мере увеличения числа образцов мы наконец увидим, что все очень сложно. И история народов не сводится к генетике. Кроме того, я хотел бы предостеречь. Дело в том, что ни один народ, а вообще в данном случае речь идет, допустим, о языке, никак не коррелирован ни с краниологией, ни с генотипом, никак не связан между собой. И, соответственно, попытки найти, значит, какой-то русский ген или татарский ген, обречены на явную неудачу. Можете посмотреть себе в зале, тут сидят совершенно разные антропологические типы на самом деле. Конечно, да. Тем не менее, мы являемся представителями одной нации. Это нормально. Да. На каком основании крымчаки считаются татарами, а не тюрками Крыма? А крымчаки имеется в виду... Вопрос, конечно, понятно. сформулирован неправильно. Это, если под крымчаками имеется в виду крымские татары, я не знаю. Караимы. Или караимы. Крымские татары. Потому что они считают себя татарами.
мало ли кто как считает. Как? Так в этом-то все и дело. Так, это на самом деле вопрос научного основы тоже имеет. Вот смотрите, крымские татары до того, как Менгли-Гирей присоединил Большую Орду к Крыму, это после 1502 года, состояли из 4 известных групп. Племенные названия известны: Ширины, Барыны, Аргыны, Кипчаки. Вот 4 группы. Они по источникам хорошо прослеживаются. На самом деле эти группы принадлежали лично хану Тахтамышу, являются его родовыми илями. Они из района Мангышлака вышли. В Крымском ханстве то же самое клановое деление. Нет, я про Крым говорю. Про Крым. Это есть самые настоящие золотоордынские кланы. Ну как же, если это не татары, кто же тогда? Это люди Тахтамыша. Сейчас, минутку, я это скажу. Вот они оставались вплоть до начала 16 века как бы основой крымских татар. Других просто не было там татар. Но после этого присоединились сюда большеордынцы. Вот, например, появились салжигуты, кунграты известные. Но это тоже золотоордынцы, татары те же самые. Он имеет в виду от Тавры, Сейчас, не спеши. Нет. Но, да, в Крыму, конечно, жили и другие народы, известные. Некоторые из них были татарами ассимилированы. Вот, например, если вы у крымских татар будете спрашивать, к какой вы группе относитесь, они могут сказать: мы степные татары. Это потомки вот большеордынцев и нагайцев. У них язык, кстати, достаточно близкий к нашему татарскому языку, родной язык. Но есть группа, которая называется южнобережные таты. По-тюркски это чужой. Значит, там вошли в этногенез, в процесс этногенеза, вошли какие-то местные группы. Это у всех народов есть. Ну, они же уже стали татарами, когда были ассимилированы. Да, у них, конечно, язык немножко другой, там и сельджукское влияние есть, османское влияние. Да, поэтому это нормальная ситуация. Нет, они вошли в состав татар уже на стадии нациостроительства. Да, это поздние вещи. То Поэтому... есть средневековые татары, они отличались тем, что они были другого сословия. Но в процессе нациостроительства уже они вошли в состав нации. Вот тут еще один вопрос есть, Наиль Сулейманов пишет. Я не совсем хорошо понял, конечно. Вот написано так. Книги «Новый взгляд на историю гуннов» Асгара Мухаммадиева, многоточие. Какой группе принадлежите вы, значит? Он принадлежит. Ну, к сожалению, Асгар Мухаммадиев не является историком. Он нумизмат. Нумизмат был в свое время неплохой. Но в этой книге много фантастических вещей, поэтому я вам не советую эту книгу читать. Или же читать и забыть. Нет, там довольно... Ну, во-первых, он неправильно читает, к сожалению, надписи на хорезмских монетах. Весь камень преткновения связан с тем, и все вот его построения связаны с тем, что он читает эти как тюркские руны. Но это он только один так считает. Все специалисты по этим монетам, Лившиц и целый ряд других западноевропейских ученых, специалистов по тахарским языкам, они все читают их на тахарском языке. Там совершенно четкие есть чтения, причем вполне обоснованные чтения, не подтасованные, так сказать. Поэтому говорить о том, что какие-то тюрки жили и были правящим народом вот в этом самом Хорезме в начале века, нет никаких оснований. Ну, потом имейте в виду, не все пишущие книги на самом деле являются настоящими учеными. Вот покойный Баки Урманче, ну вы знаете его, как он был не только очень хорошим художником и скульптором, он был мыслителем. Он говорил: очень много научных сотрудников, но очень мало настоящих мыслителей. Поэтому среди историков тоже много пишущих, но не все вдумываются в то, что они пишут. Поэтому верить можно далеко не всем книгам, даже изданным учеными, к сожалению. Да. Надо... Вопросы из зала, давайте подождите. Да, сейчас Подождите, женщина. Может? Древнетюркский язык, там какая письменность? Руническая. Руническая.
Здрасте. Руслан меня звать. И вопрос кого, кто как лучше считает, чтобы ответить. В общем, Дамир Искандеров. Интересует, очень сильно интересует филологическая сторона. Все-таки как лучше озвучивать, монголо-татары или татары-монголы? Вы как историки меня поймете, почему? Потому что если монголо-татары, то есть все-таки татары, превалирующая часть, из которых состояла Орда, и монголы, либо наоборот. Почему? Потому что здесь, как бы, с точки зрения филологии, чтобы убить нацию, нужно убить ее душу, а душа состоит в первую очередь из языка. И так как татарская нация, превалирующее большинство, взята с тюркской группы, и также я замечал с кавказских племен и так далее, то есть у нас язык, что самое интересное, распространяется, либо они все от нас взяли, либо мы от всех по чуть-чуть взяли. Вот как бы вот такой вопрос. Сейчас, То есть, в первую очередь монголы, татары или татары-монголы? Татары в составе монгольских войск. Тут надо вот все-таки некоторые содержательные различия делать. Это не совсем такая простая вещь. Спасибо. Дело в том, что даже в современной монгольской историографии, научной уже, академической историографии, есть попытка проведения прямых взаимосвязей между монголами периода Чингисхана и более поздними монголами. Но если вы изучите состав монголов, которые сохранились как этнос, то вы практически мало найдете среди них те племена, которые были во времена Чингисхана. Это очень важно показать на самом деле. Во-вторых, существуют и российские исследования, которые указывают, что сам этноним монгол, он еще в период Чингисхана только становился. То есть невозможно было называть всех, которые потом стали монголами, в этот период еще монголами. Например, термин монгол не покрывал бурятов, ойратов и ряд других групп. Он только с течением времени стал более важным и как бы охватил определенный круг племен. Поэтому, если сюда еще добавить, что в период Чингисхана важную роль играли тюрки, то получается, что характерный для монгольской и международной историографии подход вот называть это государство монгольским государством тоже, в общем-то, не совсем соответствует историческим процессам, которые происходили. То есть мы еще должны эту линию выправить, но это уже дело татар, потому что мы должны поднять как раз тюркское составное и значение тюркского составного в этом процессе. И тогда, может быть, и мировая историография изменится, но это наша недоработка. Но на самом деле, я думаю, что более правильно на самом деле, более традиционно татаро-монгольская. Татары идут впереди. Спасибо. Да, пожалуйста, вопрос. Утянушев, Российская академия естественных наук. Ну, я хотел бы вернуться вот по 3 этапам. Формирование тюркских этносов, вот вы говорили, были R-диалекты и Z-диалекты. Есть ли все-таки общность происхождения этих этнонимов? В древние, скажем, гунские времена, может быть, еще татары и вот, скажем, предки Бога, они пересекались как-то, имеют общий корень. Это первый вопрос. Второй вопрос, прекрасно знаете, когда с гибелью Римской империи, латинский язык, он был общий. В результате сформировались на его базе романский язык и испанский, которые еще иберийские компоненты, кельтские компоненты, гальский, значит, французский язык, итальянский, как бы из латыни, и романский, румынский, это фракийский диалект, на латынь. Но вульгарная латынь, она как бы тоже везде господствовала. И вот эти языки, уже современные, они гораздо ближе друг к другу, казалось бы, они должны быть отдалены друг от друга. Но я просто говорю, вот сейчас я возвращаюсь. Да. И вот то же самое, вот допускаете ли вы, что вот кипчакские компоненты, которые были в Древней Булгарии, они уже довольно активно присутствовали, они как бы были обиходными, и вот такая трансформация, быстрая гибель булгарского языка, она не могла произойти за такой короткий промежуток времени, видимо, был какой-то другой субстрат.
И вот вы еще последний вопрос, вы упоминали вот Алаш, племя. Вот это движение татарских националистов, Алаш-Орденцев, оно имеет какую-то основу к этим племенам? Ну, связь. Вот, да, расскажу. Я вам сейчас расскажу одну интересную вещь. Это имеет отношение к первому вопросу. Хотя Искандар Леронович, он более скептически относится к генетическим исследованиям, но недавно мы провели такое исследование. Во внутренней Монголии, в Китае, мы нашли племя татар, остатки, 400 человек примерно. Они уже монголизированы, но по происхождению себя считают татарами. То есть это настоящий такой остаток татар. И мы у них взяли генетический материал, провели исследование, и обнаружилось, что генетически родственные, близкие к ним тобольские татары есть близость, служилые мишари Поволжье имеют генетическое родство, потом из состава казахов найманы имеют родство, и плюс еще генетический материал имелся проанализированный, гунны тоже имеют родство с ними. Вот, и это вообще довольно интересный, уникальный материал получился, но нет никакой связи с казахской группой Алшан. Никакой связи нет. И мы думаем, что, может быть, надо еще генетический материал накопить. Тогда, может, по-другому все это будет смотреться. Ну, на самом деле, вот для того, чтобы с генетической проблемой покончить, я просто скажу, в качестве примера приведу себя. Я себя проанализировал, у меня генетический материал по Y-хромосоме на самом деле G2A, это довольно редкий для среди татар. Вот мои ближайшие родственники по генетической линии: финикийцы, критяне, чеченцы, бактрийцы и представители двух верхних сословий индийцев, кшатри и брахманы. Вот подумайте, какое это имеет отношение к татарскому этносу, потому что генетический материал — это чисто биологическая масса, она может иметь очень древние корни. Вот мой дальний предок жил где-то 30 тысяч лет тому назад. То есть это к современным татарам никакого отношения не имеет. Там были совершенно другие биологические группы. И поэтому нам нельзя этнос путать. Этнос, вот народ, Искандар Леронович что рассказал, когда, например, сформировались, нельзя путать с генетическими явлениями. Это совершенно другое измерение. И кто будет иметь возможность, сейчас сможете в интернете отслеживать. Вот Балановский нам ответил, он руководитель группы генетиков, и сейчас получат еще наш ответ на его ответ. И вы из дискуссии увидите, что генетики, к сожалению, некоторые генетики, которым нужны сейчас деньги срочно на дальнейшее исследование, специально создают сенсацию для того, чтобы добыть эти деньги, но при этом выходят за рамки того, что дозволено их материалам. Они вышли за пределы своего пространства и поэтому получат достойный отпор. В итоге. Что касается языка, значит... Нет, я сейчас отвечу на вопрос о языке. Дело в том, что надо иметь в виду, что в Волжской Булгарии этот ЕР-язык уже, видимо, давно стал языком социальной элиты. Потому что то, что мы знаем о языке, то, что называется общеразговорным кайне, да, он зафиксирован был тем же Махмудом Кашгари, он имеет Z-основу. То есть на территории Волжской Булгарии в городах говорили на Z-языке. Были какие-то диалекты, видимо, R-язычные тоже присутствовали. Во всяком случае, следы влияния этого R-языка зафиксированы в пермо-удмуртских языках. То есть они контактировали с какими-то группами R-язычными, тюрками. Но при этом, значит, скорее всего, этот язык был, кроме каких-то общин, еще и элитным языком. Но общеразговорный сформировался уже в XI-XII веке как Z-язык. Нет, да. Ну на самом деле там, я думаю, что вот есть же такой язык-изолянт, якутский язык. Мы же не понимаем якутский язык. Вовсе не исключено, что среди некоторых групп тюрок, которые контактировали с иными группами, например, с кетоязычными или с какими-то полиазиатами,
могли сложиться, как сказать, некоторые другие языковые явления, которых не было в общей тюркской массе. Это была не такая маленькая группа, R-группа, раз болгары возникли на этой основе, скажем, в Волжской Булгарии возникла, хазары существовали. Это была значительная группа, но ранняя и, скорее всего, имевшая иные этнические контакты. Но пока этот вопрос, нельзя сказать, что он окончательно решен. Этот вопрос требует дальнейшего изучения просто. Вопросы У меня 3 связанных вопроса. Ну, во-первых, один, пожалуйста, Начнем с одного. Значит, знакомые китайцы сказали, что пентатонику они переняли как раз из татар. Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, вот расположение татар по долинам там, и так далее, развитие тюркского этногенеза, не связано ли они с тем, что там проходили торговые пути. Вот они способствовали обмену информацией на большом. Ведь вплоть до кумыков все доходило. Кумыки тоже жили на равнине. И третий вопрос. Значит, это вот мамлюкское царство в Египте. Ведь там правил Бейбаш. И там, по-моему, вот Кут, поэт, работал в этом же заведении, значит, и он был из Камышлы, поволжский татарин, то есть и Золотая Орда там сейчас. Вот, наверное, это связано вот с этим. Ну, вот, что касается первого вопроса, то Пентатоника, но она есть у индейцев Америки. Нет, там ответ более простой. Есть специальные китайские исследования китайских ученых, специальные исследования, которые согласны с тем, что вот народные песни китайцев старые имеют тюркское происхождение. И это позволяет говорить о том, что да, действительно, может быть, пентатонику принесли тюрки. Это возможно. Но это более широкое азиатское явление на самом деле. Да. Но торговые пути, конечно, влияли на развитие народов. И народы, которые были в стороне от этих торгов, конечно, они не развивались так активно. Да, конечно. Я про пентатонику могу, вот, собственно, наблюдение. Помните, у нас как-то один китайский руководитель приехал, и был большой концерт в Москве. И показывали, там впереди сидели все руководство российского государства, там Путин тоже был. И вот здесь заиграла китайская музыка. Я вижу, у чиновников московских лица тускнеют. А вижу, что есть народы, которые спокойно все это воспринимают как родное. Но татарам очень хорошо подходит китайская музыка. Поэтому это по-разному воспринимается просто разными группами людей. Ну нет, да, мамлюки, ну, во-первых, сами, конечно, выходцы, и их продавали в рабство, причем еще до монгольского завоевания. И они формировали слой гулямов, это еще и было в 12 веке, не надо тут винить, значит, завоевателей. То есть правители закупали специально тюрок, поскольку считалось, что тюрки настоящие воины, что если их обучить военному делу, поэтому еще при аббасидском халифате дворцовая гвардия была из тюрок. Ну и, соответственно, когда мамлюки здесь пришли к власти в Египте, свергнув династию Фатимидов, да, то они, конечно, имели значительные связи, поэтому и политические, ну и ничто так не сближает, как общие враги. А здесь хулагуитский Иран, и, конечно, здесь прямой связи политические были. И, конечно же, обменивались. Это литературные связи, это предмет, там вот такая книга написана о литературных связях мамлюкского Египта и Золотой Орды. Там не только там Сейф Сараи работал, тоже творил в Египте. Да, Кут, конечно, Хорезмийский был автор. Ну, на самом деле есть малоизученные данные даже о том, что уже при пророке Мухаммеде тюрки участвовали в войсках арабов. Там тоже есть. Мы еще до тюрок не знаем. Последний вопрос. Не волнуйтесь. Что хочу сказать. Вот смотрите. Во-первых, хочу всех поздравить с наступающим Нардуганом. Потом второе. Хочу сказать, вот Калинин Никит, он известный вам человек, да, прочитал имя этого самого монгол. Он говорит, что слово монгол произошло из неправильного перевода «Мэнги-им». Тюрки строили государство и называли всегда «Мэнги-им».
А западные европейцы вы перевели одним словом монгол. А ведь практически монгольского народа-то нету. Есть халха-айраты, есть калмыки есть, буряты есть, а монгол-то нет. Сейчас уже есть, потому что история написана. Нет, Государство и есть. потом, и при Чингисхане тоже было. Монголы были. То есть, нет, было. Да. Первое государство, которое создал дед Чингисхана, оно уже имело название Монгол-Улус. И держава Чингисхана называлась Эке Монгол-Улус, великое монгольское государство.